Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Сарглана Захарова. Омский «Авангард» обыграл астанинский «Борис» со счетом 3-1 в четвертом матче второго раунда плей-офф континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в подмосковной Балашихе, где в нынешнем сезоне «Авангард» проводит свои домашние матчи. В составе победителей шайбы забросили Александр Яремчук и Максим Чудинов. У проигравших отличился Мэтью Фретин. «Авангард» выиграл все 4 встречи в прошедшем регулярном чемпионате лиги. В плей-офф Кубка Гагарина команды встречались один раз. В первом раунде сезона 2014-2015 тогда следующий раунд прошел «Авангард». Сейчас счет в серии до 4 побед стал 3-1 в пользу омского клуба. Следующий матч пройдет 22 марта в Астане. Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» проиграл турецкой Дарüşşafaka за счетом 85-91 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком матча стал защитник подмосковного клуба Алексей Швед, набравший 31 очко. «Химки» потерпели 5-е поражение подряд в Евролиге и занимают 13-е место в турнирной таблице, одержав 9 побед при 18 поражениях. Дарüşşafaka занимает 16-е место в активе турецкого клуба, 4 победы при 23 поражениях. Турецкий клуб прервал 6-матчевую серию без побед. Ранее «Химки» уже потеряли шансы на выход в плей-офф Евролиги. В регулярном чемпионате осталось провести 3 тура. Подмосковный клуб уже не сможет подняться на 8-ю позицию, дающую право сыграть в плей-офф. Следующую встречу «Химки» проведут дома против израильского «Макаби» 22 марта. Как минимум 21 спортсмен подозревается в применении кровяного допинга. О подозрениях прокуратуры Германии сообщила немецкая газета «Билд». Как отмечается в издании, спортсмены, представители 8 стран, выступают в 5 видах спорта. По данным источника, переливания крови были сделаны в Германии, Австрии, Швейцарии, Южной Корее, а также на Гавайях. Число спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга, может увеличиться к концу расследования. Кому точно не нужны допинг, так это якутские спортсмены-атлеты. В удачном выявили сильнейших атлетов района. Соревнования проходили как в личном, так и в командном зачетах. Поборолись за право носить звание сильнейшего района больше 20 тяжелоатлетов. Кому это удалось, знает Злата Курбанова. Техника, выносливость, сила. Это все должно быть у тяжелоатлета. На помосте хрупкая девушка Кристина Жирноклеева. В руках у нее гиря весом 16 килограмм. И всего 10 минут для того, чтобы сделать максимальное количество рывков и занять первое место. 52 раза, да. Могла бы больше, но некоторые обстоятельства помешали мне. Будем стараться на следующий год выполнить больше 52 уже. В соревнованиях приняло участие более 20 спортсменов с разных поселений района. Атлеты своим примером показали не только силовую подготовку, но и постарались привлечь молодое поколение к занятию гиревым спортом. Например, Антон Михайлов, его личный рекорд – 224 рывка. Неоднократный призер республиканских и российских соревнований. В районном турнире решил выступить показательно. Я должен показывать свой уровень и на местном уровне, потому что для людей, кто начинает заниматься, им нужны результаты, видеть тех людей, у которых уже есть опыт, когда ты можешь передать опыт другим младшим поколениям, чтобы поддерживать традиции гиревого спорта и чтобы он развивался в нашей республике и не только, но и в нашем районе. Призовые места в командном первенстве распределились следующим образом. Благодаря рекорду Антона Михайлова бронза досталась мирнинцам, серебро – сборной из Айхала. Но численным преимуществом победила команда Удачного. Злата Курбанова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». А звание сильнейшего ребенка в мире теперь по праву можно присудить чеченскому мальчику Рахиму Куриеву. В свои 6 лет он отжался на брусьях за один подход 330 раз и тем самым установил новый мировой рекорд. Его зафиксировал главный редактор издания Станислав Коненко. Ранее Рахим стал рекордсменом по отжиманиям от пола. В ноябре 2018 года 5-летний мальчик в течение 2,5 часов без перерыва отжался от пола 4105 раз. Однако достижение не было принято книгой рекордов России из-за незначительных замечаний. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что мальчик сможет повторить свой рекорд. Позже Рахим установил сразу 6 новых мировых рекордов, в том числе отжавшись 3202 раза за один подход. По словам отца юного силача Зелима Куриева, который также выступает тренером мальчика, к 3 годам он мог отжаться 100 раз. Рахим начал тренироваться в домашнем спортзале по специальной программе ежедневно по 2-3 часа. Это были новости спорта. Всего доброго.